Аул Каранай, что расположен в Стерлибашевском районе республики, носит имя знаменитого героя пугачевщины Караная Муратова. Он был сотником и походным старшиной Бурзянской волости. Каранай Муратов с самого начала пугачевщины примкнул к самозванному царю Петру Федоровичу, став его полковником. Он вместе с другими повстанческими командирами 18 ноября 1773 года после упорного боя захватывает Стерлитамак. Через несколько дней ими была взята Табынская крепость и Богоявленский завод, ныне это райцентр Красноусольск, и 24 ноября осаждена Уфа. Каранай не стал задерживаться под Уфой. Выполняя задание Пугачева, он двинулся в сторону Казани, чтобы обеспечить дорогу его армии к Москве. Захватив Благовещенск, а затем Бирск, Каранай вышел к Каме, переправился через нее и взбунтовал весь Удмуртский край. Без боя пали Сарапул, Ижевск, Воткинск. В конце декабря 1773 года он осадил Мензелинск. Отряды Каранай-Батыра, подобно огненной лаве, растекаются по всему Казанскому краю, захватывают набережные Челны, Мамадыш, Заинск и останавливаются в 30 верстах от Казани. Повстанческие власти Казанского уезда объявили: «Собирайте в окрестностях войска любыми средствами. Ныне очень скоро будет сражение. Идет сам атаман Каранай. Извещайте об этом во все стороны». Наступление правительственных войск, начавшееся в феврале 1774 года, вынудило Каранай-Батыра отступить вглубь Башкирии. Сам Пугачев был на голову разбит под Оренбургом. Екатерина уже праздновала победу, когда обнаружилось, что весной 1774 года восстание разгорелось с еще большей силой. В этот период времени Каранай Муратов становится главным предводителем юга Башкирии, тогда как на севере предводительствовал Салават Юлаев. В мае 1774 года уфимские власти получили сведения, приведшие их в состояние шока. Под командой предводителя Караная Муратова более будет 9000 с пушками к Стерлитамакской пристани, а от Тольде поспешать будут к городу Уфе. Там уже соединиться с ним может сам Пугачев, а также старшина Качкын Самаров, с которым 2000 калмык и башкирцев с 1000. Это было частью плана комбинированного похода на Уфу. Пугачев с Салаватом должны были атаковать город с востока, Каранай и Каскын Самаров с юга. Но Пугачев не рискнул идти к Уфе, вблизи которой находился корпус Михельсона, и поход был отменен. 18 мая из Стерлитамака выступил отряд подполковника Рылеева в составе 3 эскадронов гусар. Каранай атакует противника. Гусары, потеряв убитыми 60 человек, обращаются в бегство. Все лето 1774 года Каранай сражался с правительственными войсками, контролируя территорию между Уфой и Оренбургом. В июле он принимает участие в походе главной армии Пугачева на Казань и взятии города, в результате чего этот губернский центр был почти полностью уничтожен. 15 октября 1774 года Каранай-Батыр оказался в руках властей. Начальник секретных комиссий генерал Павел Потемкин докладывал Екатерине II. В Казань доставлен главнейший бунтовщик Каранай Муратов, и также скоро будет Салават с отцом. 10 января 1775 года в Москве на Болотной площади Каранай-Батыр стал свидетелем казни Пугачева. По преданию, он удостоился чести аудиенции у самой Екатерины II, пожелавшей воочию лицезреть представителя народа, с которым ее доблестным войскам пришлось сражаться более года. Сыграв царицын на курае, показав доблесть в рыцарском рестании с екатерининскими гренадерами, знаменитый бунтовщик отправился на родину. А бей-патша, или тетя Падишах, как называли Екатерину башкиры, приказала предать пугачевщину вечному забвению и великому молчанию.